склона Эвереста. Привет! Вот наш путь сегодня еще. Я думаю, часа 3. Вон на вершине Эвереста. Мечта любого альпиниста, как спортсмена, наверное, все-таки большинства, по крайней мере, это зайти на самую высшую точку планеты. Она у меня 23 мая 2021 года осуществилась. И я туда таки залез. Самое важное – это именно правильная акклиматизация. Во время акклиматизации кислородом никто не пользуется. Кислородом мы начали пользоваться на высоте от 7600. Мы переночевали в палатках, уже дыша на кислороде. И на следующий день пошли на восхождение уже с кислородом. Вот так мы с Эдиком обустраиваемся. Вот мы живем. Эдик рядом со мной. Уже с кислородом. Сегодня ночуем здесь. И завтра на 7900. Покушали. Все. Вот такая ночь нас ждет. Да? А это я, если что, уже здесь. Что-то типа такого. У него есть большой плюс. Мне настолько понравился кислород. Он очень греет организм. Только-только ты снимаешь маску себя, сразу ноги, руки начинают коченеть очень сильно от холода. А кислородом дышишь, так хорошо становится. Если в зоне смерти, когда уже идет замена баллона, баллона хватает где-то на 6 часов. Замена баллона, она тратит где-то времени 1,5 минуты. И вот чтобы поменять, ты должен в голове у себя очень сильно подготовиться к этому делу. То есть ты должен понять, что из себя представляет замена кислородного баллона. Это ты из рюкзака достаешь баллон, который заканчивается, привязываешь его веревкой к перилам. Это веревка натянутая, по которой ты идешь постоянно. Ты же там постоянно пристегнут идешь. Потом достаешь второй баллон, который у тебя полный. И вот здесь самое интересное происходит. Потому что, снимая маску, ты перестаешь дышать кислородом, и организм, привыкая к кислороду, начинает терять сознание. Там спокойно можно сесть вот так же там на камушек, и если ты не говоришь и не двигаешься, то можно так спокойно сидеть часы. Но как только ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь задыхаться и плавно-плавно так теряешь сознание. И там многие вот погибают именно так. И в это время, когда тебе же надо, вот баллон ты пристегнул второй, шланг перекручивается, поэтому надо отцепить шланг от редуктора, открутить от баллона этот манометр, переключить на другой баллон, подключить шланг. В это время рядом с собой ты ставишь шерпа, и если ты видишь, что все, ты теряешь сознание, ты хватаешь маску у него, и как вот водолазы, если видели, когда там вдыхают кислород, вот так же у него вдох делаешь, и дальше продолжаешь это делать быстро. Поэтому там вот эти нюансы, они очень такие тонкие, и надо всегда чувствовать, когда ты это можешь сделать. У меня был напарник очень сильный, мы шли вот и смотрели как бы друг за другом, дали все такое задание, помогать друг другу, потому что шерпы, во-первых, они даже английского языка не знают в основном. Им объяснять что-то бесполезно. Мы всегда друг другу смотрели, потому что надо постоянно контролировать, сколько у тебя давления в баллоне осталось. И мой друг у меня киргиз, его после восхождения на Эверест его назначили президентом Федерации альпинизма Киргизии. Если что, мы друг другу помогали. Потому что маски там тоже замерзают, это очень большая проблема. У нас всегда должна быть сухая маска с собой на замену, если что-то резко случилось. Хорошо, что когда есть там товарищ близкий, поэтому там эти дружеские отношения, они настолько сильны и правдивы. Почему вот и хочется с такими людьми общаться. Это сейчас у меня ближайшие друзья, все, с кем я там был. Мы вот так вот постоянно общаемся. Вот так мы с Эдиком и живем. Вдвоем в палатке. На 6100, по-моему, вот наш шерп. Один из наших, по-моему, идет, смотри. Я слышала фразу, что в горах многие становятся каждый сам за себя. Потому что знали, что помощь может быть смертельной для самого человека, который помогает.
А ты наоборот говоришь, что там как раз-таки устанавливаются теплые, близкие, дружеские отношения. Все зависит от ситуации. Когда ты находишься выше 8 километров, это называемая зона смерти, там тебе никто помочь уже не может, физически даже. Друг тебя просто там даже не унесет. Насчет того, что каждый сам за себя, я объясню, почему так говорят. Там, на высоте, ты понимаешь, что если ты поможешь кому-то, допустим, отдашь свой кислород, то у тебя его не хватит самому. И там очень-очень тонкая грань. То есть если тебе либо плохо становится, либо у тебя кончается кислород, ты сам должен принять решение спускаться вниз. Сам. Где бы ты ни остановился. Очень часто бывало, что до вершины Эвереста не доходят, как до сосны, 10 метров. И возвращаются. И это очень тяжело сделать психологически и повернуть назад. И вот это вот тонкая грань. И когда ты понимаешь, что если ты этого не сделаешь, то люди из-за тебя могут погибнуть, которые тебе будут помогать. И поэтому так говорят, каждый сам за себя. То есть ты должен сам осознавать свой риск. И это очень маленький шанс, что эта помощь поможет чему-либо. Если ты не повернул в определенный момент, то все. Ты еще поднимешься на Эверест? Мне очень было бы интересно зайти на Эверест без кислорода. Без? Угу. Есть люди, которые делали восхождение на Эверест без кислорода. Вот если идти на Эверест еще раз, идти, наверное, без кислорода. Но для этого нужна другая совсем подготовка. Это наша жизнь, так называемая, еще не весь, половина. Почти все пришли, шли в пургу, снег. Вот ребята шерпы устанавливают палатки. Вот там другие лагеря. Жалко, не видно, но я думаю, проявится. Вот уже над нами прямо вершина Эвереста. Сколько ты заплатил за все это путешествие? На тот момент у меня была небольшая скидка, скажем так. Экспедиция у нас сорвалась в 2020 году. У нас уже были куплены билеты, у нас уже было все куплено, уже кислород был занесен в базовый лагерь Эвереста. Но за неделю до вылета из-за пандемии полностью закрыли все границы. И у нас экспедиция отложилась на 2021 год. Стоимость экспедиции в среднем для восхождения на Эверест составляет где-то от 55 тысяч долларов. Это примерно 4 миллиона. Да, примерно 4 миллиона. Но там же очень много составляющих, откуда эти цифры сводятся. Во-первых, есть такое понятие, как пермит. Пермит – это единовременная сумма. На Эверест она составляла там 11 тысяч, по-моему, долларов на тот момент. Это то, на чем зарабатывает страна Непал. То есть это только разрешение на восхождение. А взошел ты, не взошел ты туда, но если ты в составе экспедиции для восхождения на Эверест, ты должен заплатить 11 тысяч долларов. И вот из этих 58 эта сумма как раз пермита. Красота какая. Мне многие задают вопрос, что я почувствовал, стоя на вершине Эвереста. Да. Все ожидают каких-то таких взрывов, там, эмоций. Нет, на самом деле все было лично. Если у меня, то не так, потому что Эверест – это лишь одна из ступенек моей жизни. Я не считаю, что это какое-то для меня знаковое событие. Да, можно сказать, там, поделить жизнь до Эвереста и после Эвереста. Нет, это для меня ступенька. Я понял, что надо просто живым спуститься и идти к следующей своей мечте. Вот и дальше все. Была ведь вероятность, что можно не спуститься живым. Ну, на Эвересте это всегда так. Я вот разделил Эверест по опасности на две составляющие. Если идти до штурмового лагеря, это где-то высота 7400, то там проходишь такой очень опасный, очень жуткий ледопад, Кхумбу называется, да, ледник Кхумбу, и на нем ледопад. Этот участок пути, ты его идешь там 3 суток фактически, пересекаешь этот ледопад, и там опасность заключается в том, что она не зависит от тебя. То есть он постоянно движется. Это самый быстрый ледник в движении. То есть у него движение где-то идет метров в сутки. И если ты сегодня прошел, допустим, по одной тропе, там как-то провесил веревки, по лестницам прошел, то завтра ты можешь идти уже по совсем другому маршруту, потому что он уже обвалился. И когда ты идешь, самое опасное там непредсказуемое падение льда. Получается, там все было нормально в этом году, и Кхумбу он себя вел хорошо, можно сказать. Ну, не считая того, что там погибло 8 человек, то все хорошо. Серьезно? Ну да. Это вот первая, так скажем, опасность, которая присутствует. Мы в 3-й раз прошли ледопад Кхумбу. Это Дуква. Это мой шерп.
стал уже близким человеком. Все такое страшное уже со мной позади. Море красиво как освещает. Только что преодолели вот это вот ледовое страшилище. А вторая опасность, вот она зависит именно, наверное, больше от человека, от самого себя. Потому что Эверест – это такая вещь, когда ты заходишь в зону смерти, это 8000 метров, то есть ты должен понимать точку возврата. Если ты ее прошел, то очень большой шанс, вероятность не спуститься, потому что ты несешь кислород. А кислород, он заканчивается. И если тебе не хватит его на спуск, до хотя бы нижнего лагеря, где присутствует кислород, ты можешь взять. Там две болезни – отек легких или отек мозга. Одно из двух. И там ты просто не успеваешь спуститься. Эверест – это еще гора, на которой восходят в году максимум в течение 2 недель, когда погодные условия позволяют зайти на вершину. И невозможно там сидеть: о, сегодня стало хорошо, я сегодня пойду. Почему? Потому что до этого момента, откуда ты начинаешь штурм именно вершины, ты должен еще 5 дней идти. И если ты 6 дней вперед не угадал или доверился, скажем так, неправильному прогнозу, то шанса второго у тебя уже не будет. То есть там всего один шанс есть зайти в год. У нас было 2 дня. Это 23 мая, когда я зашел, и у нас еще 2 человека с группы зашли 1 июня. Все, потом погода одно закрылась, и зайти физически было уже невозможно. Потому что даже мы шли, была температура минус 55 градусов. Если ты не прогадал, то там помочь тебе никто не может. Меня всегда тоже очень интересовал момент, почему не спускают тела с Эвереста. Я понял, почему. Вот лично сам прошел, потому что последние где-то метров 800 до вершины по длине, там идет узкий гребень, сантиметров, наверное, 70-80. А с двух сторон ответственные стены, километров по 5, по 6. В день нашего восхождения шло где-то порядка 200 человек. Вся эта вот такая гусеница большая идет. Кому-то плохо становится, его обойти проблематично. То есть там, чтобы обойти человека, это надо вывеситься на усах самостраховки в пропасть и перестегнуться, как-то переползти его. А когда на тебе находится рюкзак, и когда баллон кислородный, на тебе еще маска кислородная, редуктор тут висит. В общем, это очень сложно физически сделать. И поэтому там все надо рассчитывать. То есть там должен человек знать, когда он может вернуться. А таких там, кто не вернулся, много лежит. Я насчитал где-то порядка 15 тел, наверное. Там люди мумифицируются, они высыхают. Да. Да, там, получается, нету влаги, там постоянно ветра идут, они их выдувают просто и все. И ты идешь, через них переступаешь, они подвязаны к этой же веревке, которой ты идешь. О, да, Боже. они лежат здесь, ты переступаешь, идешь дальше. И тот, кто не готов психологически, там очень сложно. Физически человек более способен к переносу нагрузок больше, чем к моральным, чем психологическим. И очень многие не заходят именно из-за психологической вот, неподготовленности, скажем так. Надо готовиться к таким вещам тоже. Физически ты с молодости, да, готовился, можно сказать. Психологически как ты подготовился к этому? Ну, я же профессиональный спасатель. И я много лет работал горноспасателем в альплагерях, поэтому я, поверьте, видел много чего. И мы спускали очень много тел, и пострадавших, раненых, и мертвых. Поэтому мне было с этим всегда проще. А после того, как я своих 4 детей всех роды принимал, присутствовал на родах, вообще, мне кажется, ничего не страшно. Роды тяжелее, чем подняться на Эверест. Да. Поэтому тут уже был готов. Те, кто рожал, могут подниматься на Эвересты. Те, кто рожал, нечего туда ходить вообще, я бы сказал. Да. А у вас были женщины? Да, у нас группа была 12 человек. Из 12 человек у нас была одна израильтянка, 1 белорус у нас был, 1 киргиз был, 1 был с Туркмении. Зашло 6 человек у нас из 12. А остальные? Остальные не взошли в силу разных причин. У нас 4 очень сильно заболели ковидом. И болели все. Шерпы болели, да, носильщики, там, все участники болели. Я когда приехал в Сыктывкар, сдал сразу на антитела, они у меня зашкаливали. То есть получается, что я во время восхождения где-то в это время переболел ковидом тоже. Но, слава богу, бессимптомно. Боже. Но все живые у нас вот абсолютно все. Были моменты, когда тебе было страшно? Есть разные виды страха в моем понимании, да. Есть страх панический, когда ты реально чего-то боишься постоянно. А есть страх осознанный, когда ты идешь на этот страх. Вот может быть этот страх осознанный, он всегда где-то витал в голове. Когда идешь уже в зоне смерти, в голове, вот у меня лично крутилось 3 мысли всего. Сколько у меня кислорода? Хватит ли у меня этого кислорода на спуск?
в каком состоянии редуктор, который подает кислород, потому что он часто замерзает, мембрана у него. И все ли хорошо с маской, потому что у меня был период, когда я шел на чистом кислороде. У меня замерз клапан, он слева находился здесь, и он превратился в кусок льда, а ты находишься, когда в маске, очень сложно. То есть ты выкручиваешь клапан, пальцем вот сюда засовываешь эту диафрагму, ее пихаешь в рот, это такая ледышка, оттаиваешь ее полностью, потом также засовываешь обратно, накручиваешь. Вот такой страх осознанный, наверное, он там постоянно есть. Если присмотреться, вон такая пробка. Направо, слушай, ветер лагерь. Ветер будет. Народ собирается. А почему так происходит? Я видела фотографии людей, которые уже на вершине, они как будто бы становятся более старыми, что ли? Ну, мне сказали, хочешь посмотреть на себя через 30 лет, посмотри на свою фотографию на Эвересте. Да. Ну, во-первых, там же очень низкое давление, и у организма вода уходит. Вот почему у меня 13 килограмм, это же не мясо, там каких-то мышц, да, невозможно за этот период потерять такой вес. Это выходит вода, то есть ты очень сильно усыхаешь. А пить ты там особо не можешь. У меня вот был вот этот термос, там нет возможности сделать горячую воду. А что такое на 7900 кипящая вода? То есть это вода, котелок, на газу чай кипит, а ты из него заварку выжимаешь рукой в кипящей воде. Температура где-то кипения 55 градусов в среднем, 60 максимум. То есть там спокойно ты заливаешь в термос такую воду, теплую чай. Процесс приготовления. У нас идет Артем. Сегодня кулинар главный в нашей палатке. Хорошо же получилось. Супер гречка была. Вообще. Давай немного снежка сейчас все запрещаем. Вот, возьми отсюда. На. Начнем воду варить. Вот так мы на 7 километрах, да? И кушать готовим. Зараза сейчас слетает. А, не, нормально. Ай. Там замерзает все быстро-быстро. Мы привыкли пить вот так вот, как мы с вами сейчас сидим пьем, да? А там так нельзя, потому что здесь остается вода или чай, и она очень сильно примерзает вот к этой каемке. Я там вот этот термос сбил об камень, чтобы у меня хоть как-то отвинтить кружку и попить чай. Там организм не принимает еду. То, с чем ты подошел где-то к высоте 7 километров, 7,5, да, то на том ты и пойдешь. Хватит силы, хватит энергии у тебя, ты поднимешься. Если нет, ну, значит нет. И я вот шел, единственное, что я смог в себя засунуть, вот такой кусочек шоколада. Часа 2, наверное. Я его просто сосал во рту. А это еще в маске кислород находится все. А как женщины переносят этот экстрим? Там очень интересные женщины, они какие-то необычные. Я бы сказал, что там такой должен быть стержень. Женщине там делать, на самом деле нечего, которая вот нежно, да, ей не надо этого. А кто хочет вот жесткости какой-то, проверить силу воли свою, силу, то такие туда как раз и ходят. И что интересно, я посмотрел в прошлом году, иностранцев сейчас по статистике как раз больше ходит женщин. А когда наверху ты встречаешься, там не очень видно, там в маске, в очках идешь постоянно, но по телосложению как бы и по всяким мелочам каким-то ярким, да, ты понимаешь, что идет там девушка или женщина. Женщинам сложно, еще с точки зрения всяких медицинских показаний, все-таки это гораздо сложнее. Там те же туалет, допустим, сходить где-то там наверху, это же невозможно, там раздеться, ничего не сделать. А как вы ходили в туалет? Нет, ну нам, мужчинам-то проще. Во-первых, там настолько организм находится в стрессе, что говорят же, да, когда большой стресс, в туалет-то мало хочется ходить, если мы говорим про туалет. Но по-разному. Как космонавты ходят, вот, наверное, что-то типа такого. Да, есть, у женщин памперсы, понятное дело, еще что-то там. Да. Ну, а по-другому там никак. Там не раздеться, не сесть, не присесть никуда. Конечно же. Такие ветра. А сколько вы времени провели там на вершине? Я порядка, наверное, 40 минут провел, потому что меня попросили очень поднять туда флаги. У нас в базовом лагере очень плохо стало нашему участнику экспедиции из Белоруссии. И он попросил меня поднять флаг Белоруссии, и копию Знамени Победы и землю с Кургана Славы на вершину Эвереста. Все. У них такое
тоже трепетное, скажем так, очень памятное место, и я это закапывал в снег, в землю, это с кургана славы, и поэтому мне пришлось времени. Ну и все-таки фото есть обязательное условие, чтобы получить достоверный документ о восхождении на вершину мира, необходимо сделать фото лица без маски на вершине, потому что без этого не дают сертификат о восхождении. То есть это требование Непала. То Министерство туризма Непала, оно ведет постоянную статистику восхождения, да? Там на сегодняшний день порядка 10 тысяч человек на планете поднялось на вершину Эвереста. Они ведут табель вот такой, скажем так, и поэтому это необходимо. Наш руководитель экспедиции посылал в Непал, мы через 2 месяца получали эти сертификаты о том, что мы реально поднялись туда на Эверест. То есть и там 30-40 минут в среднем, потому что надо спускаться, время. Я правильно понимаю, там на вершине можно сказать, что ты трогаешь облака, а уже небо. Когда поднялись на высоту где-то 8, наверное, 400, начало всходить солнце, еще была такая интересная подсветка, и звезды было видно на небе. И меня поразил тот факт, что звезды мы привыкли видеть над головой, а там было такое ощущение, что звезды были ниже горизонта. То есть как будто ты находишься выше звезд. Вот это было для меня таким каким-то открытием, наверное. Да, я посмотрел несколько звезд, они ниже границы находятся. Вот этого горизонта, что мы привыкли видеть. Ради этого, только чтобы увидеть вот это, получаешь вот этот вот, скажем так, стимул дальше идти. Ты загадал там какие-то мечты? Есть ли какие-то традиции, которые соблюдаются, или ритуалы, когда ты поднимаешься на Эверест? Скажу. Многие говорят, знаете как, вот зайду и, черт возьми, больше никогда не полезу наверх. Но опять проходит время и тянет туда. Всегда тянет туда. Насчет традиции, если сказать, когда заходишь на гору, вообще восхождение считается успешным и празднуется вообще, и поздравляется друг друга только при спуске в базовый лагерь. То есть даже когда мы там же спускаешься еще 3 дня, то есть, да, чтобы ты не думал, что поднялся на вершину, спустился до палатки, и ты уже внизу. Нет, там еще надо идти несколько дней вниз до базового лагеря. Расстояния там очень большие. И вот только когда приходишь в базовый лагерь, там тебя встречают, и только тогда уже можно друг друга поздравлять с восхождением. До этого ни в коем случае нельзя, это табу. Это вот очень жесткая вещь для альпинизма, да. То есть, потому что большинство по статистике гибнет людей именно на спуске, не на подъеме. Потому что на спуске, во-первых, и кислород заканчивается, да, бывает, и люди очень уставшие, уже сил нету, они меньше контролируют себя. Поэтому по статистике где-то 70% гибнет именно на спуске. Панорама с Эвереста. Спускаемся в базовый лагерь. Сейчас вот в первый зашли отдохнуть полчаса. Жесть. Сил нет. Но не то что, а их вообще нет. Как через ледопад пройти? Даже не представляю. Ой, ужас. На спуске. Базовый лагерь, проходим ледопад. Уже давно доказано, что альпинизм считается после шахмат второй по интеллектуальности вид спорта. Кстати, знали, нет такое? Нет. Почему? Если вспомним Советский Союз, у нас же очень сильно был развит альпинизм. И кто там был? В большинстве случаев, в 90% это были люди с высшим образованием, а остальные и не с одним высшим образованием. То есть там доценты, профессора. Еще такой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, вот я была на Уральских горах, но я не занимаюсь альпинизмом, но в целом мне очень понравился поход. Могу ли я или кто-то другой, который не причастен к альпинизму, подняться на Эверест? Сколько нужно готовиться к этому подъему? Кто захочет, если вы подняться на Эверест, подходите, я расскажу, как надо готовиться. 8 912, да? Да, реклама, да? Я скажу так, любой физически здоровый человек может подняться на Эверест. Ему надо просто подготовиться психологически, ну и, конечно же, быть в форме.
То есть надо понимать, что нагрузки там очень сильные. Без подготовки, конечно, туда не зайти. Сколько у тебя килограмм рюкзак был? Ну, вообще вся ноша с кислородом На максимально? штурм был порядка 18 килограмм рюкзак. Ну, я нес там, видите, там землю, флаги, еще что-то. То есть там много дополнительного было. А так старается штурмовой рюкзак где-то, ну, порядка, наверное, 12 килограмм. Ну, баллон 8 килограмм весит, термос, перекус какой-то, теплая одежда, варежки еще какие-то. Поэтому все равно набирать вес, и за тебя его никто не понесет. Солнышко садится. Красиво. Я это восхождение вообще посвятил республике. Я пошел сам, но посвятил это республике. Я и хотел это сделать. Потому что у нас на вершину Эвереста с республики поднимался один человек, я его хорошо очень знаю, Володя Морозов, но очень давно мы с ним не виделись. Он живет в Канаде уже очень много лет. Он, ну, лет, наверное, 6 или 7 назад сказал, что поднялся на Эверест. Но он после этого даже здесь и не был, я с ним так и не пообщался. Очень жалко. Но вот он поднимался тоже, как мне известно, на Эверест. Ну, ведь он уехал с Канады на Эверест. Да, это коми-человек. Он житель Канады уже. Как Ты житель, ну, первый житель республики Коми, который поднялся на Эверест. ну, наверное, да. Я как бы не слышал еще пока. Ну, это не важно. Первый, второй поднялся. Дорогие земляки, сегодня, 23 мая 2021 года, я нахожусь на вершине высочайшей вершины мира Эверест. Это восхождение посвящаю столетию нашей республики. Процветание ей, а вам, дорогие, успехов, здоровья, благополучия вам, семьям вашим, удачи во всем, берегите себя.